К другим темам. Огурцы и помидоры из таблицы Менделеева. И это не фигура речи. В Волгоградской области обнаружили целый комплекс теплиц, где трудились нелегалы. Недостатки в агротехнике черные огородники щедро компенсировали жесткой химией. Что в итоге могло попасть и на ваш стол? В материале Елены Пич. В жарком степном мареве издалека это похоже на мираж, как будто увидел на горизонте кусочек моря. И только приглядевшись, понимаешь, если и море, то целлофана. Пленкой покрыто несколько квадратных километров. Обычно работа здесь кипит с рассвета до заката. Но при появлении силовиков тепличный городок пустеет за считанные минуты. Вот одно из жилищ так разбегались быстро, что все бросили. Вот, смотрите, приготовленный обед. Зелень приготовили. А это вот столовые приборы, и сразу понятно, откуда, собственно говоря, рабочие, явно из Китая. Полицейские, сотрудники ФСБ и Нацгвардии прочесывают теплицы. И то, что назвать жильем, не поворачивается язык. Из картонных бараков навстречу им выходят только те немногие, у кого в порядке все документы. Нелегальных трудовых мигрантов находят в соседних кустах, между грядками и в землянках с потайным входом. В этой пытались спрятаться уроженки Узбекистана, которые не имеют разрешения на работу. И в теплицах они оборудуются, и в местах ночлега. Вот здесь они находятся, пережидают наши проверки. Из 150 обитателей целлофанового городка почти треть работают в России незаконно. Но страшнее то, как они выращивают здесь овощи. Качают, разводят селитру в бочках. Вон мешки рядом находятся сразу с селитрой, где стойки все идут опять в речку. Тут даже вот видно признаков жизни в этой речке нет. Основа финансового благополучия этих людей и их работодателей – тысячи мешков, канистр, бутылок и пакетиков с химикатами и удобрениями. Об их составе можно только догадываться, зато крупными иероглифами. Например, препарат для стремительного роста. Каким образом она попала на территорию Российской Федерации, конечно, непонятно. Попробуем сейчас отсканировать мобильным приложением, узнать QR-код. Но, к сожалению, он нам не выдает никакой информации. Этой ядовито-алой густой жидкостью опрыскивают завязи. На бутылочке так и написано: средство для покраснения помидоров. Даже после одной такой обработки руки и ноги рабочих не отмываются неделями и покрываются болезненными язвами. Но именно с подобного рода химии огурцы и помидоры здесь зреют в разы быстрее, чем обычные. Огурцы самые первые. Но, честно говоря, после того количества химии, которое мы видели, его не то что есть, его в руки брать страшно. Он даже огурцом не пахнет. У кого из нас окажутся завтра на столе эти огурцы, никто сказать не может. Урожай отсюда продают быстро, без учета и контроля. А только в Волгоградской области таких тепличных городков десятки. И это не самый большой.